Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Как украинский кризис влияет на геополитическую ситуацию от Ирана до Латинской Америки. Крымско-татарский телеканал АТР может прекратить вещание уже через неделю. И тюрьма или минное поле, почему заключенные в Луганской области решили остаться в колонии. Начинаем с новостей из Праги. Коллеги, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Опальный олигарх, губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский отправлен в отставку. Указ об этом был подписан президентом Петром Порошенко. Конфликт между президентом и олигархом длится уже несколько месяцев. Подробнее о причинах противостояния чуть позже в нашей программе. А сейчас небольшая справка об Игоре Коломойском. Игорь Коломойский. Украинский олигарх, предприниматель, общественный деятель. 52 года. В должности губернатора Днепропетровской области проработал год. Коломойский создал одну из самых крупных в Украине промышленно-финансовых групп «Приват». Его интересы распространяются на ряд нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Среди главных активов – компания «Укрнафта». Коломойскому принадлежит около 40% акций. Его компании контролируют как минимум 20% мирового рынка ферросплавов. Международная банковская группа «Приватбанк» насчитывает около 23 миллионов клиентов в 12 странах мира. Контролирует медиагруппу «1+1 Медиа», куда входит, в частности, один из самых крупных украинских телеканалов «1+1». Журнал Forbes Украина оценивает состояние Игоря Коломойского как минимум в $3 миллиарда. Оценить истинные объемы активов олигарха и связанных с ним компаний достаточно сложно. Отставке Игоря Коломойского с поста главы Днепропетровской области предшествовал конфликт за контроль над крупнейшей нефтяной компанией страны «Укрнафта» и ее дочерних предприятий. Противостояние зашло так далеко, что поведение Коломойского стали расценивать как шантаж властей. Мой коллега Сергей Дорофеев несколько лет вел политические шоу на центральных каналах Украины и хорошо знает ситуацию изнутри. Я спросила его, какую роль играет Коломойский в украинской политике. Игорь Коломойский очень умный и хитрый человек. По оценкам украинских политологов, он всегда играл и играет свою игру. Ради справедливости нужно добавить, что на должности губернатора Коломойский много сделал для Украины, тем более в условиях войны. Он имеет влияние вообще на всем юге страны и на юго-востоке. И президент Порошенко это очень хорошо знает. Чем вызван вот этот нынешний конфликт между Петром Порошенко и Коломойским, который длится уже несколько месяцев и дошел до стадии того, что Порошенко его просто уволил? Я бы не стал говорить о том, что эта должность для Коломойского так много значила. Что касается компании «Укрнафта», Коломойскому принадлежит что-то около 40-42% акций. И долгое время акционеры не могли собраться. И тут Верховная Рада голосует законопроект, по которому снижается квота для принятия решений акционерами с 60% до 50% плюс один голос акционера. Люди Коломойского не смогут игнорировать заседание этого акционерного общества. И вот как следствие здание «Укрнафта» стали охранять вооруженные люди, вроде как Коломойского, вроде как из его батальона с востока страны, и Порошенко тут же отреагировал, заявил, что не потерпит карманных армий. Коломойский контролирует один из самых рейтинговых крупных телеканалов Украины, 1+1. Коломойский контролирует один из самых крупных украинских банков, «Приватбанк». Поэтому эти активы, эти мощности, которые сосредоточены в его руках, в руках людей ему близких, они во многом определяют экономическую повестку дня, политическую повестку дня в стране. И власть вынуждена с этим считаться. То есть эта вся история только закручивается. Мы видим верхушку айсберга, и это только начало. А не может Коломойский в этой ситуации, когда его зажимают и идут откровенно против него, начать поддерживать непризнанные ДНР и ЛНР? Нет, я думаю, что вот таких поведенческих девиаций никто не допустит, несмотря на свой особый бэкграунд, который есть у каждого олигарха в Украине. Потому что никто не раскладывает яйца в Украине в одну корзину. Все раскладывают их в несколько корзин. Сегодня ситуация такая, украинская политика характеризуется тем, что она очень быстро меняется. Завтра ситуация может измениться кардинальным образом. Поэтому здесь работает система грузов и противовесов. Такого не будет. Я могу только сказать, что в ближайшее время стоит ожидать интенсификации борьбы Коломойского с властью. И для Порошенко это будет еще один фронт, помимо всем понятного открытого фронта на Донбассе.
ходе боев за Дебальцево в феврале этого года была разрушена исправительная колония в поселке Чернухино в Луганской области. На момент начала боевых действий в колонии находилось около 1500 заключенных. Большинство из них были эвакуированы. Во время обстрелов администрация колонии покинула ее, бросив оставшихся заключенных на произвол судьбы. О них наш следующий репортаж. С гаубицы лупили. Вот оно все. Это жилая, да, уже зона? Это уже жилая зона, это межзонная КПП, вот смотри. Разрушенные стены, выбитые окна, обесточенная колючая проволока, распахнутые настежь ворота. Так выглядит сейчас Чернухинская исправительная колония номер 23. Охрана разбежалась, начальство разбежалось. Бросили нас на произвол судьбы. Бросили все, в ворота и все, разбежались, а не было тут никого пару недель, наверное. Сбежавшая администрация бросила заключенных на произвол судьбы. Но многие из них не спешили покинуть стены исправительного учреждения. В колонии заключенные чувствовали себя в относительной безопасности. На территории есть бомбоубежище и запасы продовольствия. Кроме того, у многих из оставшихся подходят к концу сроки заключения. А вы-то почему не решили все вдруг сбежать? Я здесь приписан, я должен здесь находиться. Так я сажусь, сижу, пока мой срок не закончится. Когда во время обстрелов в Чернухино перестали работать магазины, оставшиеся в поселке мирные жители потянулись в колонию за продуктами. Картошку, масло, все даем. Все даем. Крупа, что у нас оставалось, Срок закончится. людям помогаем. Потому что люди голодные, пенсионеры, бабушки, дедушки. Имея запас муки, заключенные пекли хлеб для оставшихся в поселке людей и раздавали его бесплатно. Отремонтировали, у нас свои пекаря были, поэтому что? Вот в этой вот печи, вот в этой ванне в последнее время. Сейчас заключенные хотят только одного – отсидев свой законный срок, получить документы об освобождении. Понимая, в каких условиях они оказались, приняв решение остаться, они очень рассчитывают на амнистию. Делают амнистию, пускай. У кого маленькие срока остались, пускай сделают амнистию. Ну, срока, в принципе, у всех маленькие. Проблема в том, что все документы на заключенных были брошены сбежавшей администрацией колонии. И теперь предстоит долгая и кропотливая работа по их систематизации и восстановлению. Екатерина Кочкина. Настоящее время. Мост через реку Северный Донец соединяет райцентр с Луганском. Распоряжением губернатора Луганской области мост был закрыт еще в начале года. Однако местные жители, невзирая на запреты, пользовались им. Так продолжалось до 19 марта этого года, когда в результате взрыва мост был разрушен. Но, как видно из нашего следующего репортажа, люди все равно нашли выход из ситуации. Жители Луганской области оказались в затруднительном положении. Теперь, чтобы перейти через мост, люди должны с помощью лестниц и тросов преодолевать препятствия высотой с трехэтажный дом. Мостом пользуются преимущественно старики, женщины и дети. И каждый раз подобная переправа связана с риском для жизни. От дачи до моста разрушено где-то 15 километров. Приходится идти пешком. Вот. Ну, не так-то это и каждый может пройти. Люди больные, все, дачи оставлены. В то же время у людей нет иного выхода, так как перебраться на другой берег можно только таким экстремальным способом. Хотя некоторые, особенно предприимчивые жители, организовали через реку лодочную переправу, берут за эту услугу 50 гривен. Но не каждый из тех, кому нужно оказаться на другом берегу, может позволить себе заплатить такую сумму, поэтому люди снова обвязывают себя страховочными тросами и лезут на мост. Моя дочь с внучкой, грудным ребенком попали в больницу, находятся в тяжелом положении. И для того, чтобы как-то помочь, нам приходится прибегать к экстремальным таким вот положениям. Мост был разрушен вечером 19 марта. Версий случившегося несколько. Украинская сторона утверждает, что это произошло в результате перестрелок между силами АТО и сепаратистами. Представители самопровозглашенной ЛНР говорят, что на мосту взорвался автобус, начиненный взрывчаткой. 4 фуры гражданские. За ними же следовала легковая машина и микроавтобус. Все, вот здесь вот получается, доехав до сюда, они оставили машину легковую здесь. Ну и, в принципе, произошел взрыв. Речи о восстановлении моста пока не идет, и каждый день местные жители, подвергая себя опасности, вынуждены преодолевать этот крутой маршрут. Антон Золотых. Настоящее время.
Ну а пока местные жители выживают в условиях войны, в Вашингтоне Конгресс США продолжает призывать администрацию Обамы как можно быстрее оказать Украине военную помощь. Наташа, откликнется ли администрация президента на эти призывы? Да, Шахида, действительно, Палата представителей призывает президента Обаму незамедлительно начать поставки оружия в Украину, однако Белый дом пока придерживается существующей политики. Это подтвердила пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки, заявившая накануне, что США по-прежнему сосредоточены на оказании Киеву нелетальной помощи и поддержки дипломатического урегулирования кризиса. По мнению администрации, предоставление оружия не приведет к деэскалации конфликта. Тем не менее, в Вашингтоне звучат и другие мнения. Александр Панов продолжит тему. Уже минимум полгода вашингтонские эксперты спорят о поставках американского летального оружия украинской армии. Бывший замкомандующего вооруженными силами США в Европе отставной генерал Чарльз Уолт, один из авторов нашумевшего доклада экспертов Атлантического совета, Института Брукингса и еще ряда авторитетных организаций. Эксперты рекомендуют Обаме выделить на оружие Киеву $3 миллиарда в ближайшие 3 года. ПТУРС и РЛС, беспилотники, электронное оборудование для уничтожения беспилотников противника, оборудование для защиты связи, бронированные джипы. Может ли украинская армия управиться с нашими летальными вооружениями? Я верю, что сможет. Потребуется некоторое обучение, не столь долгое. Мы обязаны предоставить более совершенное современное оружие, если украинцы этого хотят и готовы взять ответственность за него. Бывший генерал, почти 20 лет назад участвовавший в одной из первых натовских бомбежек Югославии, побывал на передовой в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Он осуждает Запад и особенно Европейский Союз за пассивность в помощи Украине, за то, что в отношении Кремля принимал желаемое за действительное. Уолт убежден, что дипломатические усилия провалились. Мир таков, каков он есть. В лице Путина мы имеем дело с бандитом, уголовником, нарушившим все возможные международные законы и нормы. Все это произошло потому, что мы допустили это. Мы боялись портить с ним отношения. И до сих пор мы больше всего не хотим идти на жертвы. Уолт уверен, что если не дать оружие Украине, российский президент не остановится. Молдова и страны Балтии станут следующими точками проверки решимости Запада. Впрочем, в Вашингтоне есть и другая точка зрения. Если Россия и те силы, которые она спонсирует в Донецке и Луганске, перестанут нарушать Минские соглашения и начнут соблюдать режим прекращения огня, поставки американского оружия, которые приведут только к дальнейшей эскалации конфликта, не понадобятся. Также полагает бывший советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Если сепаратисты, поддержанные Россией, начнут наступление, например, на Мариуполь, только тогда Белый дом обязан будет дать Киеву оружие. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Госсекретарь США Джон Керри вновь встречается завтра в Швейцарии со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. По мере приближения крайнего срока для заключения рамочного соглашения с Тегераном по поводу ядерной программы в заинтересованных столицах растет напряженность. Между тем, некоторые вашингтонские политологи считают, что на стремление США договориться с Ираном влияет не только ядерный вопрос и общий враг, имеется в виду экстремисты исламского государства, но и ухудшение отношений Запада с Россией. Репортаж Вадима Оленичева. Динамика трехсторонних отношений США, Россия, Иран впервые со времен Иранской революции 1979 года кардинально изменилась и требует от Америки нового подхода. Таково мнение Марка Каца, профессора политологии Университета Джорджа Мейсона. По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда Москва в отношениях с США больше не имеет действенных рычагов давления, как в эпоху Холодной войны. Поэтому Кремлю ничего не остается, кроме как нормализовать отношения с Ираном. Некоторые наблюдатели называют эту нормализацию беспрецедентной. Только за последние 12 месяцев президенты Путин и Роухани встречались уже 4 раза. В ноябре прошлого года российские компании объявили о том, что будут строить в Иране 2 ядерных реактора. Сергей Шойгу в январе отправился в Тегеран, первый визит министра обороны РФ за 14 лет, где подписал со своим иранским коллегой соглашение о военном сотрудничестве. Двустороннюю торговлю планируется увеличить примерно на 5%, до $70 миллиардов. Не последнюю роль в этом оживлении связей сыграла и эскалация конфликта в Украине. Чем хуже становится ситуация с украинским кризисом, тем более оправданным для Америки будет выглядеть улучшение отношений с Ираном. Как-никак, Иран может означать для западноевропейских стран запасной канал снабжения нефтью и газом, в случае, если Россия перекроет свой кран. Поэтому, скорее всего, Москва, отталкивая от себя Соединенные Штаты, подталкивает их на сближение с Ираном.
Однако между Россией и Ираном существуют и непреодолимые противоречия, которые негативно влияют на их отношения. Во-первых, Тегеран недоволен Россией из-за ее роли в принятии Советом Безопасности ООН антииранских санкций. Если бы Россия, как постоянный член Совбеза, наложила на них вето, никаких санкций не было бы вовсе. Во-вторых, для обеих стран крайне важной статьей дохода остается все тот же экспорт нефти и природного газа. Это ставит их в позицию конкурентов. По мере того, как западные державы осваивают все новые собственные месторождения, конкуренция между Ираном и Россией за рынок сбыта сырья будет только возрастать. Что же касается усиления политического веса Тегерана в регионе, то здесь Москва ему, скорее всего, не помощник. По крайней мере, один из тезисов Марка Каца оказался разочаровывающим для нынешних кремлевских властей. В ходе недавних поездок на Ближний Восток профессор отметил, что большинство его коллег в арабском мире отнюдь не считает Россию важным государством, сильно влияющим на международную политику. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Вслед за США отношения с Кубой налаживает и Евросоюз. Брюссель и Гавана намерены до конца года заключить договор о партнерстве. Об этом сообщила главный дипломат Евросоюза Федерико Могерини. Россия, между тем, также преследует свои интересы в западном полушарии. Глава МИДа Сергей Лавров отправился в латиноамериканское турне. Подробности в репортаже нашего корреспондента Альваро Аргара из Каракаса. Первая остановка министра иностранных дел России Сергея Лаврова – Куба. В Гаване глава внешнеполитического ведомства России обсудил с кубинскими лидерами вопрос укрепления двусторонних отношений и сотрудничества. Далее министр иностранных дел России посетит Колумбию, Гватемалу и Никарагуа. По мнению профессора международных отношений Феликса Арельяна, рабочее турне Лаврова в страны Латинской Америки носит чрезвычайно позитивный характер для этого региона. Однако визит проходит на фоне сложной ситуации вокруг Украины и санкций Запада в отношении Москвы. Я считаю, что во время этого визита Россия продемонстрирует геополитический подтекст своих интересов, игру силы. На мой взгляд, это турне очень символично. Однако, если появится возможность эффективных и серьезных переговоров между Украиной, Европой и Россией, то этот визит утратит весь геополитический смысл. По мнению эксперта, тот факт, что Колумбия вошла в список стран нового латиноамериканского турне, знак позитивный. Россия должна понимать, что Латинская Америка не намерена быть второстепенным игроком в российской геополитической стратегии. Бразилия никогда не пойдет на это. В интервью «Голосу Америки» политолог Эдуардо Мартинес отметил, что помимо политических целей визит Лаврова имеет и экономический контекст. В случае с Гватемалой, я считаю, открылся коммерческий фронт, который обладает относительной важностью для России. У Кремля хорошие отношения с Никарагуа и с сандинистами, по очевидной причине. Москва их финансировала. У каждой страны свои игры, свои законные интересы. Есть они и у Колумбии, заинтересованы в том, чтобы Россия оказала давление на соглашение с ФАРК, которые первоначально финансировались ею. Лидеры Германии, Испании и Франции посетили сегодня место крушения самолета авиакомпании Germanwings, выполнявшего рейс из Барселоны в Дюссельдорф. По предварительным оценкам, причиной катастрофы не был теракт. Сообщается, что лайнер начал терять высоту через минуту после того, как оказался на крейсерской высоте. В районе падения самолета на юге Франции продолжаются поисково-спасательные работы. Президент Обама в беседе с руководителями Германии и Испании выразил соболезнования в связи с трагической гибелью пассажиров и экипажа и предложил оказать всемирную помощь. Американская пресса обсуждает совместную пресс-конференцию Барака Обамы и президента Афганистана Ашрафа Гани. Главная новость – войска США в Афганистане задержатся до конца года в настоящем составе, хотя ранее планировалось сократить их численность вдвое. На данный момент там находится 9800 американских военнослужащих. Реакция в редакторской колонке «Вашингтон-Пост». Это изменение по-прежнему не соответствует мерам, необходимым для того, чтобы предоставить новому афганскому правительству реальный шанс на успех. При этом едва ли не больше внимания газеты уделили очередному критическому комментарию президента Обамы в адрес израильского руководства. Отношения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с американской администрацией существенно осложнились в связи с его выступлением в Конгрессе в начале марта. Он высказывался против переговоров «шестерки» с Ираном, а также его высказыванием перед выборами, что он не допустит создания палестинского государства. В связи с этим Вашингтон объявил о пересмотре отношений с Израилем. Барак Обама заявил вчера, что перспектива достижения мира на Ближнем Востоке кажется слабой в свете слов Нетаньяху. Редакторская колонка Wall Street Journal утверждает, что сейчас самое подходящее время для Белого дома смягчить риторику и восстановить отношения. И новости из Йемена. В связи с продвижением хуситов военизированной шиитской секты, поддерживаемой Ираном, США эвакуировали дипломатов и военных советников. Агентство Reuters со ссылкой на Белый дом сообщает, что Саудовская Аравия стягивает тяжелое вооружение к границе с Йеменом. В Риаде опасаются перетекания конфликта в восточные регионы страны, где проживает преимущественно шиитское население и сосредоточены богатейшие месторождения нефти.
Передаем слово коллегам в Праге. Шахида. Спасибо, Наташа. Единственный в мире крымско-татарский телеканал АТР может прекратить вещание через неделю. Роскомнадзор уже несколько раз отказывался регистрировать СМИ. Как реагируют на это сотрудники телеканала, власти аннексированного Крыма и жители полуострова? В репортаже Екатерины Кочкиной. Сотрудники телеканала АТР продолжают работать в штатном режиме и стараются не думать о том, что в любой момент они могут остаться на улице. А все население Крыма лишится единственного в мире крымско-татарского канала. В любом случае, 1 апреля мы, наверное, придем на работу. Непонятная еще ситуация, так что мы также в невидении, наверное, как и все крымские татары. Может быть, подписи собрать у жителей. У крымских татар наверняка все будут против закрытия. Это единственный крымско-татарский канал. Может быть, таким образом как-то влиять на людей, на общество. Я не думаю, что это хорошо. Канал есть канал. Руководство канала, несмотря на все препоны, пытается зарегистрировать канал АТР, детский телеканал «Ля-Ле» и ряд радиостанций медиахолдинга. Однако Роскомнадзор отказал каналу в регистрации уже трижды. Проходит месяц, нам определяют какую-то формальную причину, мы ее каким-то образом либо объясняем, либо исправляем, подаем заново. Опять для нас выстраивается тот же 30-дневный период. То есть таких формальных причин можно набрать на 100 лет вперед. Времени действительно немного. Власти Крыма утверждают, что руководство АТР ищет дешевой популярности. Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов на встрече с прессой заявил, что имеет место умышленное создание прецедента, чтобы Роскомнадзор не мог выдать документы. Ошибки делаются специально с тем, чтобы раздуть конфликт вокруг этого телеканала. Крымские татары, в свою очередь, считают, что замалчивать проблему с лицензией больше нельзя. Мы на весь мир будем говорить об этой проблеме. И в том числе и в Москве должны нас услышать, и во всех странах мира, что крымские татары сегодня живут на своей родине, но у них существует масса проблем. На самом канале считают, что у местных властей есть претензии к информационной политике АТР. Информационная политика у нас настроена на то, чтобы мы показывали картину дня, все события, которые происходят в Крыму. Мы, конечно, отражаем социальные, экономические проблемы как и крымских татар, так и всех жителей Крыма. И, конечно, есть моменты, когда они не могут радовать власть, они действительно требуют определенной работы. Напомним, зимой на телеканале АТР прошли обыски. В здание ворвались представители Следственного комитета и изъяли часть архива и данные из личных компьютеров сотрудников. Добрый день. Хотя для телекомпании АТР он сегодня выдался не очень добрым. Сейчас на территории нашего телеканала находятся силовики, представители Следственного комитета и Центра по противодействию терроризму. Цель их присутствия – это изъятие любой информации, касающейся событий 26 февраля, когда у стен Крымского парламента проходил многотысячный митинг с участием крымских татар. Активисты крымско-татарского движения, в свою очередь, полагают, что ситуация вокруг телеканала является частью кампании, развернутой против татар после смены власти на полуострове. Сегодняшнему правительству Крыма нужно, чтобы мы не развивались, чтобы мы просто исчезли как народ. Я уверен, что как бы то ни было, мы добьемся того, что наш канал будет функционировать. Сотрудники АТР тоже не теряют надежды, что ситуация с лицензией разрешится в течение недели. Крымские власти утверждают, что ведут переговоры с руководством канала. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Ну а теперь слово Наташе, которая расскажет, как можно сэкономить деньги на деньгах. В то время как национальный долг США продолжает расти, Конгресс постоянно изыскивает способы экономии госбюджета. Американская организация Dollar Coin Alliance предлагает сэкономить значительные деньги на деньгах, точнее на их производстве. Подробности в нашем репортаже. Американцы любят свои зеленые, как их прозвали в народе. Легкие неудобства в использовании, такие, например, как одинаковый размер купюр, из-за которого их легко перепутать, не мешают их всеобщему распространению. Правда, такая государственная политика удивляет активистов из организации Dollar Coin Alliance. Чеканить монеты дороже, чем печатать банкноты. Примерно 17 центов за каждый металлический доллар против 5 или 6 центов за каждый бумажный. Однако монета остается в обращении в среднем 35 лет, и сделана она из переработанных материалов. В то же время нам приходится ежегодно отправлять на переработку 3 миллиарда износившихся бумажных купюр. Бывший конгрессмен Джим Колби вот уже несколько лет активно выступает за переход Америки от долларовых банкнот к монетам.
Хотя многие жалуются, что монеты слишком много весят и неудобно оттягивают карманы, по утверждению Колби, отрицательное отношение широкой публики к металлическим баксам снижается. Сейчас идею их использования одобряют 60% жителей США. Я как раз люблю монеты. Они удобны. Их можно, не задумываясь, бросить в карман. И если ты что-нибудь достанешь, скажем, ключи, монеты не вываливаются оттуда, как это часто бывает с бумажными деньгами. Доводы сторонников чеканной монеты подтверждаются данными Федерального ревизионного отдела. Его специалисты подсчитали, что, перейдя с банкнот на чеканку, в течение 30 лет правительство сэкономит более 4 миллиардов долларов. Все это деньги налогоплательщиков. Многие люди, узнав о том, какую экономию принесет этот шаг, наверняка поддержат его. Однако противников такой идеи тоже достаточно. Так, медные монеты из сплавов серебряного цвета слишком похожи на своих собратьев достоинством 25 центов, что обязательно приведет к путанице. Америка никогда не откажется от банкнот, разве что их прекратят выпускать, и кроме монет не останется других денег. Но если мы начнем выпускать доллар, который будет легче, тоньше и меньше по размеру, американцам это наверняка понравится. Сколько нужно времени на такую трансформацию, никто не знает. Ну а пока 2 миллиарда долларовых монет лежат на складах федерального правительства без всякой пользы. Дана Преображенская, Вадим Оленичев, Дебора Блок. Настоящее время. Вашингтон. В 21 веке исключительно мужских профессий почти не осталось. Наш корреспондент познакомилась с женщиной-художницей, которая строит дома. Смотрите наш сюжет. Криса Вулф начала интересоваться искусством с ранних лет. Мои родители умерли, когда я была маленькая. Мне пришлось жить у родственников, где я познакомилась с творчеством удивительных художников. Они создавали фрески в церквях Греции, и два дяди Крисы сохранили эту традицию в семье, переехав в Америку. Они продолжали расписывать церкви и здесь, в США. И кроме того, работали строителями, потому что в Америке никто за создание фресок не платил. Я была буквально зачарована их работой, и мне хотелось работать с ними каждый раз, когда у них появлялся заказ. Сегодня Криса Вулф – профессиональный художник, черпающий вдохновение из окружающего мира. Будь то женщины, совмещающие карьеру и семью, или наблюдение за повадками трудолюбивой птицы. А еще Криса Вулф строит дома. Сколько я себя помню, я всегда любила строить. Когда я не пишу картины, я что-нибудь строю. Стать частью индустрии, где заняты преимущественно мужчины, оказалось нелегким делом. Сегодня у Крисы успешный бизнес в Большом Вашингтоне. Она создает дома, которые высоко оцениваются архитектурными критиками. У ее работ уникальный стиль. И хотя Криса отмечает, что в этой профессии женщинам приходится работать больше и тяжелее, она с оптимизмом смотрит на будущее женщин в строительной индустрии. Я бы хотела видеть больше женщин, молодых женщин в строительном бизнесе, потому что мне нравится то, что я делаю. Я получаю только удовольствие, и я очень счастлива, что мне удалось сделать карьеру, занимаясь любимым делом. В Белом доме прошла ежегодная выставка изобретений, на которой более 100 учеников из 30 штатов представили свои разработки. Молодые, совсем юные изобретатели, инженеры и ученые продемонстрировали устройства и концепции, призванные помочь решать самые разные проблемы. От диагностики и лечения тяжелых заболеваний до опреснения морской воды с помощью энергии волн океана. В рамках президентской кампании «Образование для инноваций» на поддержку молодежных научных программ и мероприятий было собрано более $1 миллиарда. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.